А к кому обращаться в таких ситуациях? Почему таджики в собственной стране не защищены? Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого важного. Мубарак Касим, жена журналиста Абдулла Гурбати, для которого гособвинитель потребовал наказания в виде 8 лет заключения, обратилась к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с просьбой посодействовать освобождению ее мужа. Абдулла Гурбати был задержан 4 месяца назад по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника милиции и участии в экстремистском сообществе. Супруга журналиста Мубарак Касим в своем письме к Эмомали Рахмону, которое было опубликовано на ее странице в соцсети Facebook 30 сентября, пишет, что ее муж никогда не был членом запрещенной партии исламского возрождения и не причастен к оскорблению и избиению сотрудников правоохранительных органов. Основная претензия сводится к его некоторым постам в Facebook, которые он написал на эмоциях и не имеют никакого отношения к поддержке оппозиционных групп. Каждый человек совершает ошибки, но их можно простить. Конечно, измена родине не прощается, но Абдулла никогда не предавал государство и нацию, написал ему Мубарак Касим. А как вы думаете, такое ее действие как-то поможет ее мужу, или все письма, которые пишутся на имя президента, они уходят в мусорку? Потому что откровенно плевать, они гнут свою политику. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Абдулла Гурбати был задержан в июне этого года вместе со своим коллегой Далером Имамалим. До задержания они готовили и публиковали видеорепортажи на YouTube об острых социальных проблемах. Журналистские организации подчеркивают, что именно это и стало причиной ареста. Ожидается, что приговор в отношении Абдулла Гурбати будет вынесен в ближайшие дни. Мубарак Касим попросила Эмомали Рахмона вмешаться в дело ее мужа и посодействовать его освобождению. Практика написания писем, обращений в адрес Эмомали Рахмона, президента страны, его дочери Диазоды Рахмон, руководителя президентского аппарата и сына Рустама Эмомали, председателя города Душанбе и спикера Верхней палаты таджикского парламента очень распространена среди жителей страны. Эксперты считают, что граждане часто пытаются решить свои проблемы, обратившись напрямую к Эмомали Рахмону и его родственникам, поскольку другие ветви власти, в том числе судебная, в Таджикистане не являются независимыми, и большинство приговоров выносится на основании решений чиновников. Правда, в очень редких случаях Эмомали Рахмон оказывал содействие по таким письмам-обращениям. Ранее Том Гибсон, глава Европейского представительства Комитета защиты журналистов, выступая 30 сентября на ежегодном совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в Варшаве, рассказал об арестах журналистов и блогеров Таджикистана и потребовал от Душанбе их освобождения. В настоящее время по обвинению в совершении тяжких преступлений в следственных изоляторах Таджикистана содержатся Далери Имамали, Ульфат Хани Мамадшоева, Завкибек Саидамини, Абдулла Гурбати, Абдусатор Пир Мухаммадзода и Хушом Гулом. А как вы думаете, президент посодействует или он обо всем знает, и в принципе это его идея? Ведь все эти журналисты пытались как-то критиковать власть, а мы знаем, что Эмомали Рахмон этого не любит, и, возможно, это даже его распоряжение. Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.